Зеленодольский мясокомбинат «Далькама» – предприятие банкрот, предприятие, лишившееся средств к существованию, утекших в неизвестном направлении, и своего директора, отбывшего в направлении еще более неизвестном. На сегодня здесь что-то вроде двоевластия. Есть исполняющий обязанности директора Руслан Хамадишин и есть конкурсный управляющий Елена Латыпова. Это главные герои, один из которых, впрочем, на публике так и не появится. Отношения прохладные, и в них ничего не потеплело с тех пор, как потеплело в холодильниках комбината летом прошлого года. И здесь все это было забито. Мы так слегка немножко курятиной. Мы ощущаем запах, да. Жаль, что телевидение его не передаст, но... Впервые увидели, что здесь происходит вот этот необратимый процесс еще летом. Я приехала сюда 22 августа, чтобы познакомиться с предприятием, понять, что здесь происходит. И зайдя на территорию Далькама, мы поняли, что здесь что-то не так, потому что очень пахло органикой, разлагающимся мясом. Когда мы дошли до этих складов, даже уже снаружи стоял запах, и мы поняли, что здесь гниет мясо. И это действительно было так, когда сюда зашли люди. Здесь, в общем, была картина уже очень такая нехорошая. То есть мясо уже разлагалось. Давайте, чтобы наши зрители понимали, что такое. Мы говорим о 80 тоннах. 80 тонн – это вот перед нами холодильник. Он как бы был под завязкой. Они все были забиты полностью. Вот это да, все. Да. Несколько летних и осенних месяцев это помещение превращалось в душегубку. Невозможно даже представить себе, какую фауну способны породить 80 тысяч килограммов гниющей плоти. Почему довели до последнего, понятно. Утилизация, то есть некая переработка такого количества смрада стоит денег. 2,5–3 миллиона рублей. Есть способ подешевле. На скорую ручку, комком да в кучку. И в результате мясо было убрано силами бывшего руководителя предприятия. Убрано с глаз долой. Убрано с глаз долой, да, из этих складов. Но достаточно сюда подойти на расстоянии 5 или 10 метров, и все становится ясно. Да, запах здесь неописуемый, мягко говоря, поэтому он говорит сам за себя. То есть никакого сжигания здесь не было. Итак, Елена Латыпова утверждает, что никакого сжигания не было. Откуда взялась эта версия со сжиганием? Дело в том, что директор комбината настаивает именно на этой версии. В конце октября, по его словам, все было сожжено и закопано. Вы не могли бы пообщаться с нами, подъехать? Нет, я в Москве нахожусь. Действительно ли мясо сжигалось или оно было захоронено? Конечно, сжигалось, я же уже сказал, там я уже каких-то газет не звоню. Там не мясо сжигалось, там сжигались остатки, поддоны. А мясо там не сжигалось? Как такового мяса там не было, да. И во-вторых, там запаха нету, потому что я был там вчера, там все засыпано снегом, там ни грамма запаха нет вообще. Поэтому я не знаю, что вы там говорите. Я лично вчера там был. Там запаха абсолютно нет, и летом там запаха не было, потому что закапан на глубине 6-7 метров. Сложно говорить о какой-то глубине в 6-7 метров, если даже бульдозер, расчищавший нам путь до этих барханов, ковырнув лишь верхний слой, обнажил голую правду. Следов горения, кстати, также совсем не видно. Но, может быть, есть свидетели? Директор Хамадишин утверждает, что они и правда есть. При сжигании якобы присутствовали 3. Вот это первый. Он очень торопится. Как видите, это главный врач района Физзат Фахрудинов. Он отказался от любых комментариев. 2. Заместитель руководителя управления Россельхознадзора по РТ Евгений Иванов. Данное мясо сжигалось. Только после сжигания она закопали, там остатки зовут, там закопали. А сжигалось оно в вашем присутствии, да? Я присутствовал, не от начала до конца, но начало, когда уже первые партии начали сжигать, мы присутствовали там. Видео-фотофиксация велась, Евгений Николаевич? У меня фотофиксация есть, видеофиксация, но что-то часть, но не полностью. Это как горит вот это? Как горит? Да. А вы могли бы с нами поделиться? Вы сейчас будете это где-то использовать потом. А почему нам не использовать? Это же фиксация, она же подтверждает ваши слова.
Никаких документов, подтверждающих эти слова, никто никогда в глаза не видел. Даже видео, где якобы запечатлен процесс сжигания, мы тоже не дождались. А вот и третий свидетель защиты, который тоже якобы наблюдал за тем, что сжигалась только зола. Вы присутствовали при том, как сжигалось мясо? Нет, я не присутствовал. А утверждает, что вы там были? Ну, не знаю, кто утверждает. Лебедь, рак и щука. А ведь когда-то и в этих товарищах было полное согласие. В материалах Зеленодольской прокуратуры так и написано: сжигание было проведено под их контролем, с их же слов. Были получены сведения об отсутствии нарушений, о том, что сжигание утилизация производилась присутствие контролирующих органов, от которых, соответственно, материалов о нарушениях не поступало. То есть оснований для не доверять сотрудникам не имелось. Если в местной прокуратуре еще остались такие работники, которые столь доверчивы к любому человеку с удостоверением, то почему бы этим работникам не довериться, например, десяткам свидетельств от охранников комбината, которые видели собственными глазами ту последнюю осень и рассказали об этом, не таясь? Начальник охраны черным по белому. Работы проводились ежедневно в темное время суток. Грузчики загружали в биг-боксы испорченное мясо, затем погрузчикам пересыпали в автомашину КАМАЗ, затем автомашина сваливала мясо в котлован. По мере наполнения экскаватор выкапывал новый котлован рядом. Далее объяснительное от каждого охранника, и каждый подтверждает и добавляет: сжигания не было. Так что халатность-то и в земле не спрячешь. Последствия слишком вытекающие и бьющие в нос. Последняя линия защиты директора. Здесь не 80 тонн. То есть вы говорите, что не было этих 80 тонн? Там были остатки. Там остались подложки, поддоны. Мясо какое там чуть-чуть было, потому что там был готовый продукт, подложка. Это крылышки эти, оно было вывезено на зверсовхозы. Это я возил в Бирюли, в Сарию я возил, в Елабугу. Само мясо. А там осталась основная упаковка, поддон, и всякие мелочи. Ну что ж, мы звоним в Бирюли. А все, что вы говорите, тухлые, что говорили по телевидению, мы такие эти не принимаем. Ну, я могу сделать вывод, что вот с июня прошлого года по ноябрь прошлого года вы тухлое мясо у них не принимали. Можете делать, можете. Не принимали. А вот ответ из Елабуги от предприятия по переработке отходов, куда тоже якобы ушли эти тонны. С 27 сентября 2017 года предприятие не получало заявок от мясокомбината. Все. Если все наши догадки не верны, тогда скажите на милость, где этот ключик, где этот кусочек правды или бумажки какой-нибудь, который заставил бы нас наконец прозреть. И дело-то не в том, что нам просто в чем-то захотелось покопаться. Покопаться придется теперь Следственному комитету. Дело-то в том, что есть лишь вот эти несколько десятков метров, которые отделяют эту гниющую кучу от реки Волги. Да и речь не только о реке. В свою очередь, это, наверное, можно рассматривать как несанкционированный скотомогильник. А к этим сооружениям все-таки достаточно серьезные требования по безопасности предъявляются. И поскольку, если вдруг это будет доказано, что закопано без соблюдения каких-то мер предосторожности, то, несомненно, продукты гниения они попадут в грунтовые воды, ну и дальше будут распространяться там уже в зависимости от того, куда там и как они идут. Ну, в любом случае, это достаточно сильное антропогенное воздействие, причем локальное. Это локальная экологическая катастрофа. Так может быть оценено, потому что большое количество протухшего мяса, в общем-то, является отходами. Необходимое послесловие, а может быть даже и заключительная глава. Вот эти 80 тонн, спрашивает себя зритель, это вообще сколько? Ну вот сколько это в пересчете, например, на потребности людей? Вот мы с вами сейчас находимся всего лишь в 8 километрах, между прочим, от комбината, в Айшинском сельском поселении Зеленодольского района. Так вот, этих 80 тонн хватило бы всему населению этого поселения ровно на год. Причем живет здесь 4000 человек. Другое дело, что, конечно, люди не едят ни просроченное мясо, ни тем более какое-то мясо с душком, зато его едят животные. И в тех же самых 8 километрах находится вот этот приют для бездомных животных, где, конечно, были бы несказанно рады такому подарку.
Скормили их, и потом вы также помогали людям, кто Вы смогли бы занимается. даже эти 80 тонн Конечно, использовать? конечно. Все 80? Ну, все 80 сразу зимой. То есть, если бы это как была какая-то постоянная, допустим, основа, мы просто подготовили место, вот у нас есть контейнеры или какие-то ящики соорудили. Люди, наверное, должны знать, да, что если что-то пропадает, лучше, конечно, к вам нести и не стесняться этого. В любых объемах, ну, понятно, не в таких, но хотя бы в таких. Да, конечно. Если что-то пропадает, мы всегда готовы и рады принимать любую продукцию, потому что в приюте очень много животных, которые нуждаются в помощи, и не только в приюте. Поэтому, у вас ведь ежедневная проблема, ежедневная. Да, это хлеб очень, насущный. естественно, да, как бы питание — это самая острая проблема. В этом приюте 400 так называемых хвостов. Тут и собаки, и кошки. Похороненного мяса им бы хватило тут на всю зиму. Так что не только птичку жалко. Жалко во всей этой истории, откровенно говоря, всех. Ведь все знают, сказать только не могут. Ну, прямо как собаки. Михаил Любимов, Андрей Ключников и Андрей Мохов. 7 дней.